Все когда-нибудь кончается, но это и неплохо, ведь дальше нас ждет настоящая жизнь. Пролетело детство золотое, прощай школа, прощайте учителя. Что ждет нас впереди? Неизвестность. Почему неизвестность? Ты станешь капитаном дальнего плавания, а я учителем начальных классов. Ой, ребята, как представлю, лет 5 пройдет, но все институты закончим, вырастем. Может, кто-то даже замуж выскочит. Ага, или женится. Хотя нет, это потом. Я вот геологом буду, в тайгу поеду. Романтика же. А я теперь не знаю, что мне делать. Эта тройка по химии мне так мешает. Ой, да как, брось ты, одна тройка по химии, у меня их 5. И что, мне тебе жить не стоит, что ли? Ну, тебе легко говорить, ты видишь работать в тайгу, а мне в институт поступать надо. И куда мне теперь с этой тройкой? Ты правда собираешься уехать в тайгу? Правда. Хочу жизнь посмотреть в других местах. Поехали со мной. Вот еще придумал. Я из родного города никуда. Буду здесь поступать в педагогическое, потом вернусь в свою школу. Представляешь, лет так через 10 ты станешь заслуженным геологом, вернешься в родные места, приведешь своих детей в нашу школу, а я их здесь учить буду. А меня родственники к себе зовут. Говорят, что могут устроить в рыболовецкую бригаду. Как думаете, соглашаться? Ну, это ты сам решай. Знаешь, тут сложно что-либо посоветовать. Ребята,
Ребята, а давайте сделаем фотографию на память. Давайте. Запомните этот день, ребята, исторический момент. 21 июня 1941 года наш 10 Б класс. Нас 35 человек, 17 девочек, 18 мальчиков. Мы молоды и счастливы. Мы мечтаем о подвигах, о славе, верим в свое высокое предназначение на этой земле. Мы мечтаем через 5 лет стать геологами, врачами, учителями. Я мечтаю стать учителем. Я мечтаю приносить добро людям. Я мечтаю о любви. Тот день, они еще смеялись, любили зелень и огни, ни голос скрипок не рояли, им не пророчили войны. Такое все дышало тишиною, что вся земля еще спала. Казалось, кто знал, что между миром и войной всего каких-то 5 минут осталось. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Вернуться просили, живыми вернутся не все. Вагоны идут по России, по травам ее, по росе. Синий платочек, небо кусочек, нежность моя и печаль. Синий платочек, счастье глоточек, дай, моя светлая, дай. Мой оберег и защита надежная в рьяном смертельном бою. Синий платочек к груди прижимается, смерти меня не дает. Нежные
1942 года. Ровно год после нашего выпускного вечера. Как же это было давно! Ровно год! И ровно год идет война. Наши почти уже все на фронте. Даже девочки. Я не знаю, писали тебе или нет, но Маша погибла. В это невозможно поверить. Ее повесили. 5 наших ребят уже нет в живых, а войне еще не видно конца. Когда думаю, что для Володьки, Маши, Лидочки, Антона и Сережи уже никогда и ничего не будет, становится страшно. Никогда и ничего. Береги себя. За меня не волнуйся, у меня все хорошо, у меня все в порядке. Наш медсамбат сейчас располагается в лесу. Пишу тебе письмо, а передо мной зеленый лес. Даже странно, что такая красота — это поле боя, что всего в 2 километрах от нас немцы. Недалеко от медсамбата я сорвала большой красный цветок. Я не знаю, как он называется, но он очень красивый, и я сорвала его для тебя. Я знаю, он засохнет, пока дойдет до тебя. А может быть, его выбросит из конверта военная цензура. Скажет, вот еще сентименты на войне. Но я все равно положу его в конверт. Вдруг ты его получишь. Извини, больше писать не могу. Привезли новых раненых. Жду твоего письма. Твоя Эля. Не прости, что письмо. Опять открывается письмо. Напишу, как мальчишка другую. И как штурман журнал. Вот опять начинается. Слышишь? Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, знаю, встретишь с любовью меня, что со мной не случилось. Радостно мне, я
сегодня в батальон, вдруг пробрался почтальон. Эх, почта полевая солдатская, давненько тебя не видел. Я ж по пути попал в бомбежку, поцарапала немножко, через минные поля пролегла тропа моя, по-пластунски пешком, на машине и бегом миновал немало гроз, но донес и пришел. Рядовой Петрова Катя, вам письмо, красавец, из дома, и вам тоже. Девчата, не забудьте все эти письма передать домой, конечно же, через меня. Катя, Катенька, Катюша, не узнать нам, быть ли вместе. Ты в санчасть, а мне завтра в бой. Так давай-ка наши песни попринесем через души с тобой. Качается клен раскудрявый, шагает бойцы по ней. Шагаем и мы, девчата, похожие на парней. Нет, это горят не хаты, то юность моя в огне. Идем по войне, мы, девчата, похожие на парней. 18 мне было в то лето, первым чувством сердце расцвело. Грянула война, и на полсвета распростерло черное крыло. Где он? Юный, кореглазый, милый. Эх, сегодня очень темная ночь. Звезды горят ярко, не слышна канонада. Эх, интересно, где сейчас моя Маша? Как она? Как не хватает землянки сейчас? Нежных, любимых и ласковых глаз. Ну что ты нос повесил? Вставай! Вон, смотри, почта идет. Здравствуйте, товарищи артиллеристы!
Я надеюсь, на первую батарею попал? Так точно. В таком случае у меня для вас ворох писем и груда телеграмм. Итак, Иванов есть. Никак нет. А Романов Василий есть? Нет, нет больше таких ребят. А ты знаешь, Василий стихи писал, добрый и веселый был. А Петров есть? А как же? А как ему не быть-то? У тебя аж 2 письма. На, счастливчик. Павел, а ты кому письмо пишешь? Маме, вот, послушайте. Здравствуй, мама. Пишу тебе снова. Извини, что давно не писал, что отсутствием доброго слова я тебя нехотя взволновал. Вот сейчас ты сидишь у окошка с треугольным солдатским письмом и, конечно, всплакнула немножко, вытирая слезу рукавом. Я тебя обижал ненароком, только верь мне, что все не со зла. Не блести молчаливым упреком, материнская капля слеза. Мама, мама, лишь в долгой разлуке понял, как сильно люблю твоей лаской согретые руки и простую улыбку твою. Алексей, Алешенька, из 35 человек нашего 10 Б в живых осталась одна я. Только я. Из нашего поколения в живых осталось менее 3%. Нам в 41 году было 17 лет. Они легли на поле боя. Жизнь начинавшая жила. И было небо голубое. Была зеленая
зеленая трава, неугасима память поколений и память тех, кого так свято чтит. Давайте, люди, встанем на мгновение и в скорби постоим и помолчим. Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдаты подарили вы планете великий май, победный май. Война закончилась, но песни опаленные над каждым домом до сих пор она кружит. И не забыли мы, что 20 миллионов ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить. Война закончилась, и пушки замолчали, и годы сгладили великую беду. И мы живем, и мы опять весну встречаем, встречаем День Победы, лучший день в году. Дорогие наши гости, спасибо большое за ваше внимание, за ваши теплые, открытые сердца, которые полны тем чувством благодарности, счастья и радости, которое объединяет весь наш народ в эти майские дни. В едином порыве говорим мы в эти дни: вечная память павшим, вечная слава героям. Салют! Победа!